Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим его мысли, его планы и его действия. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте узнаем. Все сейчас с вами просмотрим, все сейчас с вами узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой интересный мужчина к нам пришел. В голове, ну просто каша. Каша-малаша. Боже, как он так живет? Как вы с ним общаетесь? Ох, бедная, натерпелась, наверное, от него. Мужчина абсолютно непредсказуемый. Непредсказуемый. И у этого мужчины постоянно слова с действиями, да, обещания и действия постоянно расходятся. Нельзя его спрогнозировать, нельзя его просчитать. Знаете, умеет удивить. Причем не в положительном смысле этого слова. Не мужчина, а просто такой сюрприз. Да? Шкатулочка с сюрпризом. Не всегда приятным, как я уже сказала. Мужчина в полном раздрае, если честно. В полном раздрае. Ему очень хочется что-то доказать, доказать о себе, о своей значимости, о своей роли в этом мире, в социуме, для вас, да, вот вам хочется доказать, вот смотри, я не тот дурачок, за которого ты меня считаешь, я очень крутой мужик, я там и это могу, и там я уважаемый и авторитетный, ну просто пуп земли. И еще каким-то родственникам хочет доказать, каким-то друзьям, в принципе, всему человечеству хочет доказать, что он, ого, какой мужик, но, по крайней мере, стремится к этому, да, стремится. Не всегда это получается, а если говорить по правде, то совсем это не получается, но, тем не менее, он у вас оптимист, он такой несгибаемый оптимист. Тужится, пыжится, да, со всех сил пытается. И еще мне вот совсем непонятно, как он так живет. У него голова в одну сторону смотрит, а ноги в другую сторону идут. Как он вообще так ходит? Много уже шишек насшибал таким образом. Но зато он яркий, девочки. Зато он ни на кого не похожий. Зато он с изюмом, как говорится. Прям такой привлекательный мужчинка. Так, хочу еще на него посмотреть на оракулах. Что за человек такой? Если честно, не так часто такие персонажи яркие мне попадаются. Просто очень интересно. Очень-очень интересно. Я вижу его будущее. Вижу. Змеей показан. Это хороший знак на самом деле. Но то, что происходит с ним в сегодняшнем дне, ну, как-то странно. Знаете, как-то низ рисунка не сходится с верхом. Знаете, если дословно прочитать эти карты, ну типа он хороший мужик, вот женщину ему умную нужно, да, хорошую женщину. Вот если перевести, то и Ханым Эфенди – это хорошая, уважаемая женщина. Вот. Этому умному, красивому мужчине нужна хорошая, уважаемая женщина. И тогда жизнь его поменяется. Вот как четко карты показали, да, ответили. Как заблудился он, девчонки, заблудился. Либо ему нужна какая-то капитальная встряска, чтобы мозги на место встали, да, чтобы повзрослел немножечко. Ну, я так понимаю, все идет своим, как говорится, чередом. Хороший мужчина есть, уважаемая, хорошая женщина – это вы. И ждите хороших изменений. Влияйте на него дальше, воспитывайте его дальше. Девочки, ну такой вот вам попался, сынок вам попался. Да? Есть мужчины разные, есть мужчина-отец, а есть мужчина-сын. Вот вам такой сынок попался, его надо воспитать. Кстати, это неплохо, потому что вы его можете воспитать под себя, либо для себя. Да, девочки. Хороший он, да, хороший. Потеряшка, но хороший. Так, еще кое-что хочу уточнить.
Сбудется ли у него то, о чем он мечтает? Сбудется ли у него то, о чем он мечтает? Вот, опять вы вышли. Девчонки, а вы... Я такой вопрос вам просто задам, наводящий. Что за компания, с кем он общается, что за друзья у него, может быть, еще какая-то женщина там есть. Потому что здесь карты показали, что да, в принципе, у него все сбудется, если он будет придерживаться вас, ваших советов, вашего мнения, ваших наставлений. Но есть еще какая-то женщина, либо, может быть, даже какой-то друг такой, знаете, взбалмошный, который может его затащить не на ту дорожку, да, как говорится, попутать ему все и сразу. То есть отвлечь его от основного и довести его до какой-то прям проблемы серьезной. До проблемы, да. Так. Ну да, это друг, это не женщина, это друг. Друг такой, знаете, капризный, противный и немножечко такой взбалмошный. Вот как неприятный он человек, неприятный и имеет дурное влияние. Сам дурак и хочет, чтобы все были дураки и неудачники. Так, а по поводу его основного желания, это богатая, обеспеченная жизнь. Здесь карта сама выскочила и говорит о том, что в будущем, да, это у него будет, 100% будет. Так, значит, разобрались. Каша в голове, потому что на него, помимо вашего хорошего влияния, еще какое-то влияние негативное оказывается. Но ваше влияние перебьет все негативные влияния. Вот чтобы вы понимали. Он любит вас, девочки, и он вам верит, он в вас верит, он вам верит, он верит в вашу любовь. Вот. Главное его от себя не отталкивать. Я понимаю, что вы от него устали, я понимаю, что вы устали от его какой-то бездеятельности, либо, знаете, как не оправдывает ваши ожидания, но потерпите, мои хорошие. Знаете, что вы воспитываете? Воспитываете ребенка, чтобы ребенок вырос и стал настоящим мужчиной. Это будет в короткие сроки. Это не будет как по-настоящему воспитать ребенка. Здесь все гораздо быстрее будет, сокращенные сроки. Но, тем не менее, нужно проявить терпение, выдержку и такт. Тогда все будет просто замечательно. Не опускайте руки, не сдавайтесь. Вы же его любите. Я же вижу, что вы его любите. Видите, с вашей стороны сердце есть. Хорошо, что перевернутое. Это не важно. Оно сейчас перевернутое, а потом вывернется в обратную сторону. Любовь-то есть. Есть. Вы же не просто так его выбрали пальцем, вот у мужиков ткнули, вот ты будешь моим. Нет. Вы к нему присматривались, он вас очаровывал, вы увидели в нем его потенциал, вы увидели в нем его душу, прекрасную душу, очень хорошая, кстати, душа, очень талантливый человек. Так вы его выбрали. Поэтому не опускайте руки, не сдавайтесь, не негативьте в него, а лучше помогайте. Помогайте, подсказывайте. Все он слышит, все он понимает. И я вам даже больше скажу, он даже пользуется вашими подсказками. Если бы не вы и ваши подсказки, да, неизвестно, что бы с ним было. И он это тоже прекрасно понимает. Недооценивайте себя, девочки, и недооценивайте своего влияния на этого мужчину. Так, ну что, по поводу его планов на вас. Ну, он хочет к вашим ногам что-то кинуть. Знаете, вот какую-то победу, вырвать эту победу, да, добиться ее, завоевать и кинуть к вашим ногам. Знаете, как трофей, да, трофей для вас. Может быть, он вам что-то пообещал. Может быть, сам себе что-то решил. Ну, неважно, не суть. Суть, что он сейчас вот все свои силы бросает именно на эту победу. А победа ему прям совсем не дается. Вообще не дается. Чем больше он ее хочет, тем дальше она от него уходит. И он нервничает, он переживает, начинает в себе сомневаться. А самое худшее это то, что он разочаровывается очень сильно. В жизни разочаровывается. А это прям очень плохой знак. Так, а по поводу его конкретных действий. Ну, на ближайшее время я не вижу прям каких-то очень ярких действий. Если вы общаетесь, встречаетесь, так и будете общаться, встречаться. Если переписываетесь, перезваниваетесь, так оно и будет. Если вы там, например, поссорились, да, и сейчас не общаетесь, то пока так оно и будет. Ну, пока это где-то неделька-две, вот в таком временном промежутке. Ну, в принципе, неплохо. Я не могу сказать, что это катастрофа. Нет, это просто обычная рутинная жизнь. Но потом, девочки, мужчинка здесь
выстрелит. Выстрелит, пусть не громко, пусть не ярко, но это уже будет первая какая-то победка, маленькая победка в его жизни. И вот с этой маленькой победкой он прибежит к вам и будет вас благодарить за нее. Благодарить и говорить, ну, это тебе, это из-за тебя, ради тебя. Да, мне оно там совсем не нужно, но вот ты хотела, я это сделал. Девочки, примите эту его победу, похвалите его, и это улучшит ваши отношения. Вот реально улучшит и продвинет. В будущем я вижу этого мужчину успешным. Вот он мне вышел в образе змеи, смотрит в правую сторону, и в руках он держит знак Меркурия. То есть это очень какое-то стремительное, быстрое развитие. То есть если этот мужчина мечтал о больших деньгах, они у него будут. Если этот мужчина мечтал о какой-то там головокружительной карьере, бизнесе, это у него будет. И если он мечтал о каких-то там прям грандиозных делах, он будет ими ворочать, понимаете? Вот это будет знак Меркурия у него в руках, видите? Это будет. Но когда он добьется самого большого успеха, ему нужны будете только вы. Только вы. Сейчас ему хочется денег, славы, популярности и для вас, и для себя. А в будущем это все перестанет иметь смысл. И только вы будете смыслом его жизни. То есть он в процессе, он влюбляется все больше и больше. Знаете, как прирастает к вам, прирастает. Вы как распространяетесь по всему его организму, по мозгу, по телу, по душе. Везде вы будете, только вы. То есть человек будет жить только ради вас, для вашего блага. С одной стороны, это, конечно, супер, да, каждый об этом мечтает. А с другой стороны, он будет слишком сильно зависим от вас. И у некоторых из вас отыграется, ну вот пресловутая, как подкаблучник, да, станет подкаблучником. Если вы такого не любите, ну, воспитывайте его правильно. А если наоборот вы к этому стремитесь, ну, девочки, вы на правильной дороге, вы на правильном пути, это будет. Единственное, что мне не нравится кошка, которая между вами тут трется. У кошки очень длинные лапы, очень похожа на какую-то приезжую женщину, девочку. По кошке, ну, может быть, будет пытаться разбить ваши отношения. Либо, знаете, как увидит, что мужчинка и хорош собой, успешный, и скажет: давай сюда, плыви к нашему берегу. Девочки, ваша задача не только быть любимой женщиной, не только быть хранительницей очага, но и защищать вашу любовь от таких вот кошек. Понимаете, о чем говорю? Это, конечно, сложный вопрос, и каждая будет реагировать по-своему, но, девчонки, есть такие женщины, которые ни перед чем не остановятся, у которых ничего святого в голове нет и способны на любые очень страшные вещи. Имейте это в виду. Вы женщина без розовых очков, вы женщина-реалистка, реалистка в прямом смысле слова. Поэтому, если надо драться за своего мужчину, не жалейте себя. Поверьте, оно того стоит. Сейчас я еще посмотрю, что это за кошка на длинных лапах. Видите, прям посередине стоит. Но надо принять меры. И смотрите, она к нему лицом, к вам попой. То есть это она к нему полезет. Не он на нее клюнет, позарится, а она к нему полезет. Да? Какая-то, скорее всего, охотница за деньгами, за возможностями. Но по длинным лапам это точно какая-то приезжая, иногородняя, не местная. Так, девочки, как я вам сказала, за свою любовь надо бороться. Эта женщина, она умеет приударить за мужчиной, что тут греха таить. И ей нужен спонсор, ей нужен тот, кто будет ее обеспечивать. И эта женщина может просто похоронить ваши отношения, если вы не будете за них бороться. Вот так. А если вы поборетесь за свою любовь, за своего мужчину, то все будет хорошо. Этой женщине полностью обломится. Все в ваших руках, мои хорошие. Так, и еще хочу вам советик взять. Совет, может быть, какую-то подсказочку. Вот что карты покажут, то вам и передам. Потому что вижу, что вы женщина хорошая, любящая, но немножко уставшая. Ну, потому что мужчина такой проблемный.
Какой вам тут совет? Держись по башне, держись. Держись. И все будет хорошо. Да, держись, он будет твой. Вы должны, как эта башня, выдержать эту осаду. Чего бы это ни касалось. Соперница, его дурное поведение, глупое, абсурдное. Держись. Смотрите, по суду, скорее всего, законная подача документов, там, наступление в брак, да, оформление ваших документов. Подарок — это то, чего вы хотели, и вот он у ваших ног, да, ваш прекрасный мужчина. Девчонки, терпим, не сдаемся, воспитываем себе будущего мужа. Либо уже существующего мужа воспитываем и делаем его просто идеальным для себя, под себя. Прекрасный шанс, прекрасная возможность. Он пластилин, лепи что хочешь. Да, пластилин такой, знаете, немножечко неспокойный, разбалансированный, но, девочки, терпение и труд все перетрут. Вот такая у вас судьба, такой вот мужчина вам достался. Знаете, бывают и хуже. Гораздо бывают хуже. Про лучше не буду говорить, не уверена, а вот хуже точно знаю есть. Поэтому ваш вариант, он не самый худший. Я уже сказала, здесь есть свой плюс, можно воспитать под себя, да, сделать идеального мужчину под себя. Главное, чтобы вы раньше времени не выгорели и не пустили руки. А за любовь боритесь. Боритесь, у вас есть все шансы. У этой женщины шансов там минимальное количество. Здесь только, знаете как, если вы опускаете руки, да, она вцепится в него, займет ваше место. Если вы с дубиной в руках, то ей обломится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.